Китай предупредил Турцию о том, что ее позиция по вопросу Восточного Туркестана может привести к экономическому кризису. Китайские власти считают, что это скажется на инвестициях китайских компаний в энергетику и сырьевую промышленность Турции. Китайский посол в Анкаре Дэнг Ли в интервью каналу Reuters заявил, что между дружественными странами может быть расхождение во мнении, однако мы можем решить спорные вопросы при помощи диалога. Если Турция выберет иной путь, то это отразится на взаимоотношениях двух стран и приведет к торговому и экономическому кризису. Правительство Канады решило закрыть институт Конфуция в Нью-Брансвике. По сообщениям радио «Свободная Азия», студентов заставляли изучать идеи китайской коммунистической партии. Власти немедленно отреагировали и приняли решение прекратить деятельность института в июне этого года. Национальная турецкая лига студентов организовала в городе Кайсери конференцию, посвященную Восточному Туркестану. Участники конференции осветили трагедию народа Восточного Туркестана. Также ученики колледжа Тек-Ден провели интервью с главой Народного собрания Восточного Туркестана Сеитом Тумтюрком. Тумтюрк подробно ответил на вопросы учащихся о Восточном Туркестане. Стало известно о гибели 2 военных и 2 полицейских в перестрелке войск с повстанцами в подконтрольном Индии регионе Джамму-Кашмире. Также была подтверждена информация о том, что глава организации Джейш Мухаммед, взявший на себя ответственность за теракты в Кашмире, находится в Пакистане. Курейши заявил, что Месуд Азгар не был задержан из-за отсутствия доказательств, указывающих на его связь с терактом в Кашмире. После завершения вьетнамского саммита и безрезультатных переговоров США с Северной Кореей, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сделал следующее заявление. Трампу пора понять, что дешевый пафос и двуличие – это несерьезная политика.